ногайских лошадей пригоняли на продажу в Москву и другие русские города. И во многом дворянское ополчение московских князей и потом царей было посажено в седло именно на ногайских лошадей. Для русского человека XVI века понятия ногайский конь, ногайский нож, ногайское седло были привычны и не требовали пояснений. Но от всего этого всаднического снаряжения до нашего времени в языке, ну и кое-где в быту на юге, осталась только ногайская плеть, нагайка. Нагайцы оставили довольно глубокий след в нашей истории. Иногда такой след, о котором основная масса читателей не подозревает. История Ногайской Орды была сложной и кровавой, многое в ней случалось смут и конфликтов. Во время таких смут население этого государства пыталось укрыться в более спокойных местах. В частности, они уходили на запад во владение крымского хана по 3 основным переправам через Волгу. Чтобы удержать подданных, правители Ногайской Орды просили русские власти установить крепости на этих переправах, чтобы не пропускать народ через Волгу. Иван Грозный в местах, указанных ногайским беем Исмаилом, поставил эти крепости: Самару, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград. Сейчас невозможно представить нашу страну без этих 3 городов, но мало кто помнит, что поставлены они как раз на местах 3 главных ногайских переправ.